Селям алейкум, хайрлы шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Андрей Вигеринский, политический аналитик. Пан Андрей, витаю вас, селям алейкум. Добрый день, Гульсум, рад вас видеть. Взаимно. Очень даже рад. Взаимно, спасибо большое. Мы, кстати, с вами не виделись с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Да, да, вы правы. Со зрителями АТР мы виделись один раз, но потом была какая-то продолжительная пауза, и вот Ну, мы оба рады, что мы целы и живы. да, я надеюсь, мы исправим эту ситуацию и теперь будем чаще видеться в наших эфирах, как мы делали это раньше. Но вот наш эфир я бы хотела начать со следующих новостей. Недавно президент Украины Зеленский дал большое интервью чешскому изданию. И сейчас многие украинские СМИ не только цитируют его заявление, и он там непосредственно говорил про переговорный процесс. Вы знаете, что вот недавно Лавров, значит, сказал, что как Путин, так и высшее политическое руководство России, значит, готово к переговорам. И Зеленский это прокомментировал в своем интервью и сказал, ну, каким переговорам вообще можно быть готовыми, когда за полдня они выпускают по Украине 54 ракеты. Что вы думаете по поводу всего этого переговорного процесса, по поводу заявлений России о готовности якобы к переговорам и ответа Зеленского? Ну, давайте так, с базово-теоретической модели, да, переговоры, ну, вот не берем конкретно войну, да, для чего во время войны происходят переговоры? Ну, для того, чтобы в том числе прекратить боевые действия, как минимум. Поэтому, мне кажется, не совсем релевантный аргумент на тему обстрелов, да, то есть, грубо говоря, переговоры о прекращении войны как раз должны прекратить по логике обстрела. Но тут есть другой момент, уже как бы частный и непосредственно с привязкой к местности и к самим боевым действиям. Это то, на каких условиях стороны готовы подходить к переговорам. И эти условия находятся просто в двухполярности. Россия будет исходить из того, что мы готовы вести диалог о прекращении того, что они называют СВО, да, но на наших условиях. Их условия – это признание, ну, практически цитируя все их военно-политическое руководство, признание факта присоединения как минимум 4 областей вследствие псевдореферендумов и как минимум признание юридического статуса Крыма за Российской Федерацией. Мгм. Соответственно, украинская сторона говорит о том, что наша цель войны, и только в тот момент, когда эта цель будет достигнута, мы готовы говорить об условиях сосуществования с соседом. Да? То есть это уже будет не результат, ну, переговоры будут финализировать возможный мир будущего после того, как эта цель в войне будет достигнута. И эта цель – это деоккупация Украины, территории Украины до границ 91 года. И мне кажется, нет оснований полагать, что по состоянию на сегодня или российское военно-политическое руководство, или, не приведи Господь, украинское военно-политическое руководство поменяют свою позицию ну, подготовительную переговорную позицию. Поэтому, собственно говоря, призывы к переговорам или модальности переговоров, или правильные слова о том, что стороны готовы к переговорам, они будут звучать, ну, вот, на протяжении всего пути или на протяжении всей войны, которая продолжается на территории Украины. То есть Но все это готовы. демонстрация кому этой готовности? Месседж Да кому? уже, да уже никому не надо это демонстрировать. То есть, ну, в чем смысл? Понимаете, раньше мы могли говорить до активной фазы войны о том, что Россия, допустим, предлагает или призывает Запад к ведению переговоров. Тут, кстати, отдельный, другой очень интересный момент переговоров Российской Федерации. Они же воюют с коллективным Западом, да, то есть Мгм. Валдайский форум, который Путин проводил там, да, или его обращение к Совету там, Федерации, всему бомонду российскому в период, когда он якобы принимал 4 области в состав Российской Федерации, да, все претензии были предъявлены Западу. Решает ли, я подчеркиваю еще раз, да, вот в концепции Российской Федерации, решает ли вопрос переговоров с Украиной задачи, которые Путин ставит по развалу коллективного Запада, ну, в лице его гегемона, таким, которым являются Соединенные Штаты. Если ты целей хочешь достичь в отношениях Россия-Соединенные Штаты или Россия-НАТО, то, наверное, Украина, которая не является частью Североатлантического альянса, не является той страной, с которой ты желаешь проводить переговоры. Поэтому, ну, можно апеллировать к опыту якобы призывов России к переговорам с Соединенными Штатами,
до активной фазы войны, то есть до февраля. Тогда, когда они предлагали, опять же, такие Гарантии неприемлемые. безопасности, да, по Да, НАТО. да, да, да. А это ж были неприемлемые условия для другой стороны. То есть вот примерно то же самое повторяется и в условиях переговоров, да, или предварительных условиях переговоров с Украиной. А эти условия, они неприемлемы. Мгм. Точно так же и НАТО они предлагали. Вот вам, мы написали тут документ, вы до границ 97 года убираете границы НАТО, ну и, соответственно, Украине точно говорить о том, что она членом НАТО не будет, и тогда мы с вами плюс-минус о чем-то договариваемся. На что НАТО говорит, ну мы как бы готовы о чем-то плюс-минус с вами договариваться, кроме того, о чем вы нас просите. Ну и, собственно говоря, то есть предложение априори подразумевает получение конкретного определенного ответа в виде «нет». Да? То же самое происходит сейчас якобы в возможности или желании или открытости России для переговоров с Украиной. Те условия, которые являются предварительными, они для нас неприемлемы. О чем мы можем тогда договариваться, если вы не готовы идти на любые уступки или компромиссы, вы считаете, что вы побеждаете, вы считаете, что вы присоединили территории, которые вы не заняли, да, из которых вас, ну, на самом деле постепенно, потихоньку оттесняют украинские вооруженные силы. Ну, соответственно, мы не можем говорить о заморозке конфликта, мы не можем говорить о стабильной, допустим, линии фронта, которая держится и не двигается в течение какого-то периода времени. Соответственно, каждая сторона считает, что она побеждает. Если каждая сторона считает, что она побеждает или продает в случае Российской Федерации такую версию для своего общества, она не может идти на переговоры. То есть поэтому это пустые слова, которые якобы демонстрируют вот эту дипломатическую открытость. А ваш вопрос, кому это может быть? Тем, кого Российская Федерация считает дружескими странами по отношению к себе. Да, то есть это в Северная первую Корея? очередь, ну, Северная Корея, да, Иран, скорее всего, да. Ну, понимаете, вот Северная Корея и Иран, они во многом сейчас похожи с Российской Федерацией, потому что они превращаются и как и Российская Федерация. И я склонен думать, что это осознанный путь, который она избрала для себя, потому что несмотря, ну, скажем, на протесты, допустим, которые происходят в Иране, или несмотря скажем, на то, что происходит, от чего мы не знаем в Северной Корее, стабильность режимов в этих странах обеспечивается механизмом принуждения, а эта стабильность обеспечивается в том числе, ну, то есть предусловием к этой стабильности является закрытый тип управления, в котором очень сложно появиться чему-то новому, что будет неконтролируемое государством. То есть по мере того, как ты закрываешь систему, по мере того, как ты изолируешь общество, оставляешь место для одной единственной идеологии, для одной единственной большой партии власти, тебе гораздо проще управлять процессами внутри страны, потому что тот, кто выбивается из этой колеи, он очень быстро подавляется, ну, собственно, другими механизмами принуждения. Я думаю, скорее нет, это не столько Ирану и Северной Корее, как дружественным режимом, сколько вот таким странам, как Бразилия, допустим, как Китай. То есть эти же страны, они, по большому счету, мы не можем их считать, ну, скажем, авторитарными. Ну, то есть не беру Китай, допустим, Бразилию, да, выборы произошли, ну, происходят у них, то есть президента они избирают, парламент они избирают, вроде бы демократия. Индия – это демократия. Никто, помимо того, что Индия является страной, одним из крупнейших торговых партнеров Российской Федерации, ну, ни у кого не поворачивается язык назвать Индию тоталитарным режимом или авторитарным режимом. Все говорят, самая большая демократия. Ну, это правда, по количеству населения это действительно крупнейшая демократия на планете. И это скорее вот попытка еще играть внешнюю политику, якобы она есть, якобы она не полностью легла, скажем, в повестку военного времени с лозунгами, с мемами, с вот такой противной, ну, вульгарной во многом дикцией и языком политическим, что якобы мы же дипломаты, у нас школа дипломатов, мы готовы к переговорам, мы готовы к цивилизованным способам ведения этих переговоров и разговоров. Ну, к кому? То есть с кем, кто с вами готов разговаривать и о чем? То есть, Но говорит ли это о том, что в таком случае, вот, декларируя свою готовность к переговорам, они наоборот будут эскалировать ситуацию, чтобы попытаться заставить Украину сесть за этот стол переговоров, или даже не Украину, а попытаться надавить на Европу тем же газовым шантажом, да, чтобы та каким-то образом повлияла на нас? знаете,
Вот мне бы очень хотелось российскую внутреннюю политику анализировать путем использования, по крайней мере, последовательной логики. Мгм. И Ну, это если, невозможно, но да, как? если бы мы с вами исходили из последовательной логики, то я бы вам сказал, допустим, следующим образом, что Россия продолжительный период времени, ну, искала цели этой войны, которые могут быть достижимы, которые можно упаковать и продать там своему обществу. И Мгм. эти цели, они находились там в словах демилитаризация, денацификация, там, и так, ну, вот, в общем, вот эти все мемы. Они от них отказались. Последние 2 месяца они работают в направлении, скажем, формирования мнения или цели войны, при котором под воздействием страха или угрозы мир начинает слушать Россию, да, или вот этот холодный мир, как концепция, которую предлагали и на Валдае, и предлагал там Совет по национальной безопасности и внешней политике в Российской Федерации, там и Тренин выступал на этот счет. То есть они исходят из того, что их в принципе устраивала ситуация холодной войны, при которой угроза применения, допустим, ядерного оружия, она заставляла оппонента или соперника уважать другого оппонента или соперника и тем самым не идти на шаги, которые эскалируют либо обостряют ситуацию, приведя ее там, к глобальной ядерной зиме. И их такой вариант, он устраивает. Поэтому если логика, если бы это была последовательная логика, то в таком случае они бы повышали ставки в войне все время. Не для того, чтобы Украину заставить сесть за стол переговоров, а для того, чтобы тех, кого они считают истинными соперниками, тех, кто, скажем, несет угрозу для их суверенитета, территориальной целостности и государственности, как они считают, да, чтобы Коллективный их Запад. коллективный Запад, да, чтобы их посадить за стол переговоров. Но здесь ну, наступает проблема с логикой, потому что, опять же таки, эти их идеологи не самые глупые люди, на самом деле, далеко не самые глупые люди, но они выкручиваются, исходя из того, что имеют, да, то есть, как бы, если логика не целая или идеология не целостная, то ты, в принципе, собираешь какой-то условный конструктор, но и этот конструктор, он не совсем стойкий. И в то же время они говорят, что, в принципе, удары по Украине или удары, допустим, по Европе, ну, ядерным оружием или применение вооружений стратегического характера, да, по этим объектам, он не заставит коллективный Запад во главе с гегемоном, таким как Соединенные Штаты, почувствовать страх и договариваться о чем-то. То есть, если идти такой логикой, для того, чтобы достичь целей, которые они желают достичь, а именно состояние холодного мира, в котором существует в Соединенных Штатах страх перед Российской Федерацией, им нужно причинять вред интересам Соединенных Штатов путем применения вооруженных сил. Мгм. Вряд ли мы можем говорить с вами о том, что Российская Федерация сегодня готова, ну, скажем, выступить против Соединенных Штатов с использованием стратегического вооружения. Ну, об этом речь не идет. Более того, даже обвиняя Великобританию в подрыве, ну, это, кстати, на моей памяти за время конфликта, ну, наряду из, допустим, обвинениями, которые касались там отравления Скрипалей, да, Мгм. это впервые, наверное, Россия обвиняет Великобританию непосредственно в причинении ущерба там, стратегической инфраструктуре или критической инфраструктуре, необходимой для поставки газа. Они говорят, так это англичане, плюс еще как бы и телефонный разговор Ли Страс, окей, ну вот вы установили, вы озвучили эту проблему, что вы с ней делаете? Ну, бьете по Украине? Ну, как бы, где логика, где связь между установленным фактом, озвученным и озвучиванием его публично и конкретными действиями по отношению к субъекту, который якобы повредил эту инфраструктуру? Ну, нету такого. То есть они хотят, используя, наверное, гуманитарную составляющую, используя этот инструментарий на разных уровнях эскалирования, как военного, так и гибридного, то есть информационного, энергетического, политического, социально-экономического, все-таки, но не вступая в непосредственное военное противостояние с Великобританией и Соединенным Штатами, заставить тех сесть за стол переговоров хотя бы на уровне понятийного какого-то соглашения Но по тайным сейчас каналам связи. Сейчас многие аналитики и даже высшее политическое руководство Украины говорят о том, что Россия пытается использовать свой козырь, что называется генерал Зима.
Сейчас они бьют, значит, по энергетической инфраструктуре Украины, ТЭЦ и так далее. Есть перебои там со светом, с водой в Киеве, Киевской области и не только, и многих других областях Украины. Но я просто пытаюсь понять, на что рассчитывает Россия этими действиями. То есть что дает Путину пару часов, я не знаю, без света и без воды украинцев? Ну, тут вопрос, мне кажется, немного сложнее, нежели пару часов. Мы тоже должны быть, знаете, осознание проблемы – это первый шаг к ее решению, да, или к пониманию. Это Мы уже должны, решение полпроблемы осознания. да, мы, к сожалению, еще адепты даже в информационном пространстве, мы это Украина. То есть я бы вот этот генерал Зима, я бы и разделил его на две плоскости. То, что касается внешней по отношению к Украине политики, да, то есть это стабильность Европейского Союза, и она скорее находится, Европейского Союза и Соединенных Штатов в том числе, она скорее находится в плоскости рецессии, спада мировой экономики, высоких тарифов там, и соответствующих там, социально-политических перетрубаций, которые могут произойти, а могут не произойти в отдельных странах. Ну, по большому счету, Германия, выделяя 200 миллиардов евро на компенсацию стоимости, возросшей стоимости энергоносителей, да, для своих граждан, она вопрос решила. Ну, 200 миллиардов – это практически 3 бюджета Украины. Ну, то есть соизмерить возможности и ресурсы, да, вот вы понимаете, что наш бюджет, который наполовину финансируется извне, да, это там 60 миллиардов условно евро, и вот 200 миллиардов евро, которые Германия выделяет, и говорит, да, ради бога, переживем эту зиму. И они могут это себе позволить. Да? То есть, и отдельно это наша внутренняя ситуация. Для России, когда Путин там начинал 24 февраля все то, что он начал, и продолжает до сегодняшнего дня, он начинал, там были слова на тему «я вам покажу, что такое настоящая декоммунизация», «я вам покажу, что такое промышленный потенциал» и так дальше. Мы же с вами тоже должны понимать, что проблема в разрушении нашей критической инфраструктуры энергетической, это же не только то, что жилые дома, либо люди сидят там без тепла, без света или без воды какой-то период времени. Да? Это в том числе в течение нескольких месяцев с последующим несколькими месяцами зимы практически неработающая промышленность. То есть та, которая еще осталась, потому что огромное количество объектов, они были уничтожены. Неработающая промышленность – это рабочие места. Неработающая промышленность или просто даже, вот если мы говорим о сфере услуг, там торговые центры, магазины, кафе, ну, все что угодно. Да? Даже если мы говорим о дистанционной работе IT-отрасли, ну, без интернета, который там через час после того, как отключается свет, да, даже если у тебя ноутбук или там Powerbank, ты понимаешь, что базовая станция, которая ретранслирует тебе LTE-связь, она тоже куда-то накрывается. То есть это экономическое истощение Украины, раз. Это во многом перебои с логистикой, которая и так страдает из-за закрытых портов. Это потеря конкурентных рынков для наших предприятий. И это даже по результату выхода из войны, тогда, когда она завершится, это во многом совсем другая экономическая модель страны, в которой ВВП упадет по результатам этого года там, на треть. Ну, и будем надеяться, не будет падать, а начнет восстановление в следующем году. То есть мы будем находиться с точки зрения России в том состоянии, при котором нас вряд ли захотят особо сильно и особо быстро принимать в Европейский Союз, потому что будут понимать, что мы страна, которая нуждается в огромном финансовом ресурсе для восстановления, раз, и для, скажем, создания уровня жизни для наших граждан, который будет плюс-минус похожим на стандарты европейской жизни. С точки зрения российской идеологии, мы не можем, украинцы не могут жить так как они этого хотят, так как они к этому стремятся. Украинцы не должны жить лучше, чем живут россияне. Почему? Потому что россияне будут априори сравнивать уровень жизни в Украине и в России и смотреть на него с точки зрения цивилизационного выбора. То есть Украина, допустим, которая сделала выбор в направлении Европы, живет, оказывается, допустим, лучше, чем среднестатистический россиянин. Соответственно, выбор, который сделало военно-политическое руководство Российской Федерации в пользу закрытой системы вертикально выстроенной авторитарной модели управления при отсутствии плюрализма, там, свободы слова и так далее, она ведет к социальному и экономическому, скажем, стагнированию либо бедности. Соответственно, возникнут вопросы внутреннего характера по отношению к тем, кто власть представляет. Поэтому, помимо того, А как что ты думаешь, это убивает... Да. проблема менталитета русского человека или нет? То есть вот затянуть в дерьмо вот всех остальных только потому, что ты тоже там находишься. Ну да, мне кажется, второй вариант скорее.
Ну, если ты не можешь созидательным путем вытянуть, да, уровень жизни всех соизмеримый с тем, с кем ты якобы конкурируешь, ну, допустим, с тем же коллективным Западом. Ну, мы большая, великая Российская Федерация, большая страна, большая бензоколонка, богатая ресурсами и так дальше, и так дальше, и так дальше. Но живете среднестатистически вроде похуже, чем не бензоколонка Германия, в которую вы поставляете. Ну и вытянуть этот средний уровень жизни у тебя не получается. Ну как бы вся система работает не совсем правильно. Остается два варианта. Либо признать ошибку, это не вариант для Российской Федерации, либо обвинить во всех грехах этот коллективный Запад, развернуться от него и упаковаться, и развернуть страну в направлении Востока, где эта жесткость и дисциплина находятся на гораздо более высоком уровне, нежели у тебя. И тогда, если твое общество будет сравнивать свободу перемещения, свободу общения, свободу там, перелетов и уровень достатка даже внутри страны с чем-то, что является похуже, объективно, то тогда ты вроде в дамках. То есть все зависит от объекта сравнения. И я не столько думаю, что это вопрос ментальности. Ментальность, она воспитывается. То есть пропагандистская машина, которая тебе пылесосит в течение 20 лет мозги на тему того, что величие – это наше все, можем победить, можем повторить, и коллективный Запад, он нам угрожает, она ж делает свой отпечаток. Это не значит, что ее нельзя обернуть в другую сторону, можно, и теми же людьми, и теми же ресурсами. Просто для этого нужна смена этих, исполнители останутся те же, просто ветер перемен должен подуть в другую сторону. Он пока не дует, и вряд ли подует, если честно. Потому что сохранить режим, тот и так, как он выстроен, можно только закрыв систему извне. И это продолжается уже десятилетиями на самом деле. То есть ликвидация любых организаций, которые там финансируются за счет средств иностранных правительств, которые продвигают там свободу прав, свободу, даже вопрос не в ЛГБТ, потому что у россиян это тоже уже отдельный пунктик, у них все, что касается ЛГБТ – это обязательно геи, которых нужно запретить, причем на уровне законодательных актов. Ну и при этом как бы их же журналисты, которые покинули территорию России, примерно в тот же день оформляют брак на территории другого суверенного государства. Это же на самом деле такой империя кривых зеркал. То есть мы делаем вид, что этого нет. Да? Тут как в Советском Союзе чего-то не было, вот так же и у них. У них этого нет. Традиционные ценности. Как это? Религия справедливости. Да? То есть 4 конфессии, которые существуют, и гениальная идея, давайте еще 5-ю религию, которую мы предложим миру, это наше понимание справедливости. Оно кривое, но другого у нас нет, поэтому оно самое лучшее. Ну, Какая где-то... вот стратегия вот сейчас, по которой действует Россия, по вашим наблюдениям? У них же эта стратегия с начала войны, менялась просто в геометрической прогрессии. То у них там денацификация, то у них там демилитаризация, то сначала спецоперация, потом на Киев почему-то наступают, Харьковская область, не получается, отходят, потом говорят, нет, мы вообще за Донбассом пришли, потом идут на Херсон, на Запорожье, там какой-то проводят псевдореферендум, присоединяют эти... То есть что? У них стратегия меняется реально 7 пятниц на неделе. А что дальше? Как дальше, как ты думаешь? Дальше, я думаю, тут нужно, опять же, системный анализ, да, его нужно начинать с самого начала. То есть с самого начала они считали, что их любят. Да. Ну, это базово, то есть А кто они им же, вообще это сказал? Вот с чего вообще они это взяли? да, не, ну, Слушай, разведка, внешняя разведка. То есть они что, совсем вообще не в теме Украины, не в теме Украины? да. Было, кстати, Что вообще? отдельное расследование, Гульсум, да, было россияне попробовали, в общем, так же, как Washington Post писала публикации на тему первых дней войны с точки зрения там Украины, да, также российские отдельные журналисты пытались проанализировать, где мы повернули не туда, что мы неправильно оценили с точки зрения того, что мы начали. Причем, писали как бы либеральные журналисты, это не про кремлевские считают, что они нигде не ошиблись. Это понятно. Да, базово, да, то есть. И разговор шел о том, что, собственно говоря, даже тут департамент внутренней политики, да, потому что политика в странах СНГ, бывшего СНГ или там бывших совковых членов Союза, она относилась по распределению обязанностей к условному крылу внутренней
политики в Федеральном бюро ФСБ, короче, Федеральной службы безопасности. И на формирование мнения, положительного мнения и влияния на политику стран, бывших членов Союза Советских Социалистических Республик, уходили огромные деньги. Когда ты осваиваешь огромные деньги, ну, ты не можешь говорить о том, что ты провалился. Соответственно, вот первым звоночком, да, который говорил о том, что нас любят, это была публикация, скажем, или освещение на уровне Министерства обороны Российской Федерации сведений о том, что фактически в юго-восточных областях, вплоть до Житомирской области и до Винницкой, большинство населения за хорошие отношения с Российской Федерацией. Я не знаю, где они нашли в Виннице, в Житомире, в Черниговской, Сумской, Черкасской области 60%, и кто эту социологию им писал. Ну, социологию купить несложно, ну, то есть мы прекрасно это понимаем. Но как бы готовясь к войне, наверное, стоит ее как-то перепроверять, ну, минимально, да, то есть или контролировать ее с помощью другой службы, потому что есть еще Главное управление разведки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, который тоже работает как раз по внешним субъектам. И вот в этой публикации, которую, просто название не помню, но одним словом, не столь важно, приводится хорошая цитата о внутренней кухне, которая докладывалась Путину на тему, там, допустим, Украины. Что приходят ФСБшники, приходят грушники, да, и говорят, вот смотрите, примерно один и тот же вопрос, но только у вас аналитические справки разные. Да, ну, это человек-фильтр перед Путиным, ну, условный там Кириенко, допустим. Да. Говорит, ребята, ну, давайте так, чтобы мы все жили дружно, весело и счастливо, вы между собой порешайте, кто как подменит немножко аналитическую справку, чтобы картина и с одного ведомства, и со второго примерно были похожи. Поэтому, ну, если на этом уровне вы уже подтасовываете факты и даете искаженную картину, ну, которая содержит в том числе ваши финансово-экономические интересы, плюс, помимо официальных органов, давай не будем забывать, что огромное количество людей, которые имели немножко обозленность на украинскую власть, это представители, условно, там, режима Януковича, которые бежали в Российскую Федерацию, об отдельных, Сивковича, по-моему, если не ошибаюсь, отдельные публикации были о том, что он фактически там был коммуникатором счастья украинской политической элиты. Ну и Виктор Владимирович Медведчук, как его забыть? Это человек, который находился в стенах парламента, попал в парламент, который имел информационное лобби, и который, приезжая, наверное, в Кремль, он не мог говорить о том, что его 2 информационных или 3 информационных ресурса не влияют на общество в Украине, так же, как, допустим, там Россия-1 или другие ресурсы в Российской Федерации. То есть они мыслили категорию воздействия информационного поля на общество примерно так, как это происходит в России. У нас информационное поле немного другое, и общество немного другое. И вот перелом понимания того, что их не любят, он перешел, ну, скажем, он имел уже несколько плоскостей. Помимо того, что их не встречали в первые недели войны, еще и сопротивлялись, они потеряли условно, ну, то есть главная цель же первых недель войны была какая? Смена политического руководства страны. Да, то есть с вот этого режима, который бандеровцы, наркоманы и так дальше, как они называли, на более лояльные или более адекватных, ну, вплоть до того, что на военных, но тем не менее. Они потеряли возможность представить обществу Украины даже под воздействием физической силы другое политическое руководство с Украины. Потому что фактически в первые недели войны те, на кого они якобы опирались, да, ну и все ассоциировали это с ОПЗЖ, которые сейчас запрещенные. Но Миша с Рози про Мураева говорила, помнишь? ну, Мураев это было... Знаешь, вот смотри, тут тоже надо быть немножко объективным. Если Ми-6 говорила о Мураеве, и сейчас наш Данилов тоже говорит, мы обо всех знали, то у меня просто на тему Мураева возникает один простой вопрос. Если вы о нем знали, кроме Ми-6, да, потому что сейчас уже есть такое понятие, как постзнание, да, ну, то есть знания, которые возникают после событий, которые уже произошли. Так вот мне кажется, скорее наши официальные органы в части Мураева, они демонстрируют именно постзнание. Потому что если у вас была информация о том, что человек финансируется другой страной и финансируется во имя достижения политических целей, воздействие этой страны на нашу страну, это в принципе можно называть уголовным преступлением человека, который находился на территории Украины,
продолжительный период времени, вплоть до того, что до мая, по-моему, в мае он выехал, если я не ошибаюсь, то Мгм. его, наверное, надо преследовать по уголовно-правовым нормам, которые действуют в нашей стране. Но, возвращаясь, Мураев не был субъектом публичной политики, потому что он не был депутатом. Для того, чтобы поменять режим, плюс-минус сделать это законным способом, надо было как минимум сделать, чтобы президент бежал, президент остался, ну, допустим, они бы этот момент как-то решили. Им нужен был из списка народных депутатов какой-то субъект, которого можно было сделать спикером. Мгм. А спикер это, соответственно, второй человек после президента, в случае отсутствия президента исполняет обязанности и так дальше, и так дальше, и так дальше. Так вот, в тот момент, когда поняли, что условно трехдневная или там недельная операция по захвату Киева, она не получается, плюс политики все, то есть не крыло Медведчука в ОПЗЖ, а другое крыло, которое осталось, да, крыло Бойко, они заявили о том, что ни о каком вопросе, который касается территориальных уступок, либо содействия или сотрудничества с агрессором речи идти не может, они поняли, что во многом возможности политической смены, ну, с соблюдением условных процедур по Конституции, достигнуты быть не могут. Dальше пошел другой момент. Если тебя не любят, значит, надо заставить любить. Мгм. Заставить любить – это называется изнасиловать. Да? Ну, то есть, все же на самом деле, ну, как бы мы недалеко ускакали от братьев наших меньших, которые, ну, скажем, менее развитые, менее цивилизованные, нежели мы, нам сейчас кажется, мы являемся. Поэтому дальше пошло разрушение. Разрушение всего на своем пути, при котором территория имеет больше значения, нежели люди. Вот если сейчас проследить на ход боевых действий, там же населенные пункты остаются просто географическими координатами. Да. Населения нет, промышленности нет, жилых домов нет, просто выжженное поле, непригодное в течение, я думаю, десятилетий к жизни, потому что только разминировать, ну, это огромный финансовый ресурс нужен будет для того, чтобы это сделать, но, во-вторых, на это нужно будет потратить огромное количество времени. Поэтому, к сожалению, как бы это больно не звучало, но они занимаются изнасилованием нашей страны, ну, в буквальном Это смысле. основная сейчас стратегия, которая вот изменилась. Это та стратегия, которая касается Украины. Истощение, ну, фактически обнуление всего того, что не является примитивным трудом и не является, допустим, составляющей экономики, не связанной с сырьем. Ну, все то, что касается технологий. Плюс разрушение, ну, скажем, крайне важной с точки зрения развития экономики, энергетики, Мгм. которая влечет последствия как для экономики, так и для жизни людей, да, то есть обычных гражданских людей, которые пытаются существовать в стране, в которой происходит война. В этом всем они, к сожалению, с использованием современного вооружения, они пытают, ну, скажем, имеют определенные успехи, как бы это грустно не было признавать. Но другая стратегия, абсолютно другая, это вопрос внешней политики, который, как мне кажется, он более важен для России. Да? То есть сейчас они уже чуть точно знают, что Украина вряд ли станет зоной их влияния. Значит, раз она не станет зоной их влияния, она должна быть с точки зрения экономического потенциала просто приведена к состоянию даже страны не с развивающейся экономикой, а там страны третьего мира, которые, ну, еще до страны с развивающейся экономикой. А вот вопрос внешнего мира – это вот как раз Мороз и зима, или Дед Мороз и зима, который ожидает финансовая рецессия, разделение финансовых рынков, сырьевых рынков и, скажем, полное расторжение отношений России со всеми европейскими институциями, с институциями, которые обеспечивают свободную торговлю, и приведение экономических отношений скажем, в направлении Востока, стран Азии, где более понятные правила и более, даже не то что правила, более понятная система координат и ценностей, при котором личное слово руководителя имеет больше значения, нежели общее универсальное правило, которое закреплено на уровне какой-то международной организации. Мгм. Зерновое соглашение. Вот это я еще хотела обсудить, Давай. потому что вот в эти дни действительно очень много было сообщений относительно того, что Россия приостановила вывоз зерна из-за взрывов в Ахьяре.
в Севастополе, как они называют, там из-за подрыва российских кораблей, Черноморского флота и так далее. Потом Эрдоган заявил о том, что несмотря ни на что, все равно вывоз зерна будет осуществляться. Сегодня Министерство обороны России заявило о том, что все мы возобновляем, якобы потому, что Украина дала какие-то гарантии. Я напомню, что до этого Россия требовала гарантий о неприкосновенности Черноморского флота в Ахьяре. Что вообще произошло? Давай попробуем проанализировать, что это было. Но это как раз вот тот момент, который называется ручное регулирование. Ну, по Так, большому счету, да, Путин как сказал? Эрдоган нормальный мужик, ему можно доверять. Да? да, Его слову можно верить. Но Эрдоган посмотрел на эту всю ситуацию. Он один из ключевых бенефициаров зернового коридора. Этого никто не скрывает, собственно, и Турция этого не стесняется, и Украина этого не стесняется. Все понимают, как бы, что помимо того, что поставки осуществляются на треть, по-моему, в Турцию, плюс скажем, сухогрузы, которые доставляют зерно, тоже, наверное, слегка турецкие. Плюс это репутационная вещь для Эрдогана. Плюс это история взаимных обязательств в части, которая касается там азербайджанского газа, которая касается газового хаба. То есть у них очень много взаимных отношений с Российской Федерацией, при которой и плюс у Эрдогана еще выборы в следующем году, которые да, ему еще предстоит выиграть, и ударить грязь лицом на предстоит. международном... Да-да-да, ну, предстоит выиграть. Это ж я, кстати, правильные формулировки Все подбираю. очень дипломатично, да. Да, да, да. И Эрдоган Ты говорит, все заметил. да, Да. я на это рассчитываю. Вот. Он говорит, они все равно поплывут. Ну, какую позицию может занять Россия? Ударить по кораблям, которые плывут под флагом Турции? Ну и как это будет, скажем, как это будет выглядеть с точки зрения всех других аспектов их тесного взаимодействия? Очень, наверное, нехорошо. Соответственно, что остается России? Сначала поменять немножко артикуляцию того, что называется, чего они требовали. Они же требовали не гарантии безопасности, им плевать на самом деле на сухогрузы, потому что не их сухогрузы, не с их зерном отправляются по зерновому коридору. Они требовали расследования того, как такой-то беспилотник или такое-то вооружение было, прошло, там, проходило, кто его запускал и как оно попало на территорию Автономной Республики Крым. Ну, ни ты, ни я результатов расследования. И более того, кто это расследование должен был провести? Так а Ну, как это, вообще за один день расследование провести? Это ну же так все правильно, вот буквально за 3 дня произошло. когда звучит слово расследование, да, тем более всестороннее, объективное, нужно понимать, кто его проводит. Во-вторых, нужно понимать, кто какие сведения предоставляет. Ну, то есть пришли, допустим, украинские разведчики и говорят, да, каемся, это мы. Ну, это же глупость, такого не будет. А что вы использовали для такой вот атаки? Мы использовали технику, произведенную на таком-то предприятии. Это же невозможно представить, Ну, что да. такое происходит. Да? И тут Россия говорит, ну, вы знаете, мы же не расследование на самом деле хотели, мы хотели гарантии. Гарантии чего? Что зерновой Безопасность. коридор, и коридор не будет использоваться для нанесения вреда объектам нашего Черноморского флота. Так он и не использовался. Это же вы придумали на ходу ситуацию. Ну, то есть вы же сказали, что это был вы искали предлог для того, чтобы... Я напомню просто, что зерновая сделка, она, по-моему, 15 ноября Мгм. должна была быть пересмотрена, либо пролонгирована. Вы искали предлог для того, чтобы досрочно с нее выйти. Вы искали предлог для того, чтобы пересмотреть ее условия в пользу экспорта своих удобрений, которые хранятся и на складах в Европейском Союзе, плюс для того, чтобы суда, ну, сухогрузы других стран могли брать ваши грузы с вашим продовольствием с территории Российской Федерации и доставлять их в другие страны. Там есть проблемы с перестрахованием и страхованием груза. Ну, может быть, эти вопросы на самом деле решились. Кстати, ну, там у Путина была когда-то такая претензия, что санкции то сняли, ну, как бы зерно не относится к санкционным товарам, но все то, что касается логистики и страховки, оно находится под санкциями, и не особо западные компании хотят связываться с нашим продовольствием, и поэтому вот как бы прямо запретов нет, но косвенные запреты, они как раз ограничивают наши сделки. И, может быть, эти вопросы были решены, но официальная риторика, она опять же таки непоследовательна, и она опять же таки алогичная, то есть гарантии, ну, из разряда, тут подумай, кто подписал гарантии? Залужный?
Ну, то есть Залужный написал, сказал, даю гарантию. Как бы бред. Кубраков, а как Кубраков может подписать какую-то гарантию, если он не относится к... Ну, он субъект подписания зернового коридора, да, то есть как сделки где стороной была Организация Объединенных Наций и, соответственно, там Министерство обороны Турции. Как он может брать на себя обязательства по выполнению разведывательных, контрразведывательных, либо военных задач? Тоже не может. Ну, вот мы получили заверение. От Так кого? и От что? А как Эрдогана. ты думаешь, что тогда произошло? Ты думаешь, Эрдоган как-то повлиял? Турция Я надавила? думаю, что Эрдоган просто на уровне понятийного разговора, ну, сказал, слушай, ну, они все равно плывут, они будут плыть, и нам сейчас вообще не к месту возможные обострения, связанные с зерновым соглашением, тем более, если коммуникация работает. Турция же еще и по военнопленным в том числе занимает посредническую роль. Не подрывай мой авторитет посредника, от подрыва которого, моего авторитета, пострадает в том числе и твоя экономика, потому что если я перестану быть субъектом переговоров по зерновой сделке, то стиральные машинки или автомобили, или еще определенные вещи, которые к тебе едут в твою страну через реэкспорт, через Турцию, они Мгм. немного не поедут. Вот если упрощать, то есть это все можно упаковать в красивые слова, ну так если по-простому, слишком много завязано на Турцию, и потеря Турции статуса посредника, эффективного посредника, это тоже важно, да, то есть посредники бывают разные, Беларусь тоже хотела быть посредником, но как бы эффективность посредника в виде Беларуси, она такая себе сомнительная. Мы видели, что саудиты пытаются, и тоже бац, такой, откуда-то появился Бен Салман, говорит, так нормально, мы посодействовали обмену. Не просто ж так они появляются, да, то есть этот кейс еще раскроется немножко со временем. Поэтому я думаю, на самом деле он получил, скорее всего, определенные послабления, которые касаются экспорта своей продукции, плюс он не стал рисковать посреднической ролью Турции, которая реально важна. Важна и для самой Турции, которая является партнером, надежным партнером Российской Федерации или дружественным режимом. Самолеты в Турцию летают. Айфоны с Турции и с Эмиратов прилетают в Россию. Это ну, на простом, на бытовом уровне. Прилетают. Так и что? Ну, Неужели они это не просчитали? То есть настолько? не, ну так подожди. Хороший понт дороже денег, да? То есть понт был, стресс создан. Все, мы выходим из зерновой сделки. Ну, наша страна, то есть это не столько вопрос нашей страны, нашего интереса, да? Да. Потому что, ну, все-таки объем экспортируемого зерна, он не настолько большой, крупный, но для нас каждый доллар, он на вес золота, да, то есть и плюс есть еще момент физического хранения урожая нового уже сезона. Но тут скорее вопрос отношений Турции и России. Это не вопрос ради Украины они это сделали. То есть я думаю, что тут приоритет был это то, чтобы сохранить статус Турции. И на уровне личного диалога, ну, Эрдоган сказал, можно же моделировать по-другому диалог. Ну, смотри, они будут все равно грузиться, и наши корабли будут перевозить это зерно. Ты будешь бить по ним, ну, если ударишь, потеряешь все. Будешь бить по портовой инфраструктуре, ну, там наши команды, там наши корабли, ну, пострадают наши команды, наши корабли. Ну, любое твое обострение в этом направлении, оно испортит отношения, и я не смогу на это не реагировать. Меня общество мое не поймет, да, и, Конечно. ну, Так ему до поэтому, сих пор пререкают смерть 22 турецких военных в Сирии да, из-за ну, России. поэтому, если Путин считал, что он повергает в шок, в нервы и в истерику Украину, да, такое, наверное, было, и для нас это болезненно с точки зрения экономики. Но последствия гораздо хуже по отношению не к врагу, а к своему союзнику, да, то есть последствия для Эрдогана, они перевесили его желание причинить вред Украине. В этом конкретном случае, мне кажется, вот где-то именно так. Но вопрос же не закрыт. Сделка действует ну, на прежних условиях, да? А раз она действует на прежних условиях, значит, через 2 недели практически мы должны будем увидеть либо ее пролонгацию, Мгм. либо, скажем, информацию о том, что определенные ее условия были изменены. Поэтому, как бы, вот 2 недели вроде бы, по идее, должна она действовать в том виде, в котором это было. Ну, вот этот вот отказ России продолжать это соглашение поступил сразу после того, как в Ахьяре, Севастополе прогремели взрывы.
И ведь это не в первый раз. Откуда ни возьмись, уже в Крыму, во многих районах Крыма, Евпатория, Кизлев, Севастополь, Ахьяр, Керчь, так называемый Керченский мост, происходят взрывы на стратегических военных объектах, в том числе при реально очень серьезный ущерб оказывается российской военной инфраструктуре на территории полуострова. И что они же до этого говорили? Хоть какая-то атака на Крым, хоть какой-то взрыв в Крыму и так далее, заместитель Совета Безопасности России, все. Будут там просто необратимые последствия, мы там чуть ли не ядерное оружие будем применять и так далее. А сейчас все молчат в тряпочку. Что происходит? Ну, опять же таки, к счастью, молчат в тряпочку, да, то есть мы, наверное, бы меньше радовались, если было применение тактического ядерного оружия. Ну, я не хочу просто развивать тему того, оно есть, отсырело, не отсырело, где бы оно не применили. Ну, в любом случае, где бы его не применили, это будет трагедия для той местности, о которой мы говорим. А исходя из того, что мы говорим о территории Украины, то эта трагедия будет всей Украины, да, то есть легкомысленно относиться к возможности применения, ну, это как минимум, мне кажется, не совсем корректно по отношению к своим согражданам, где бы они ни находились на оккупированной либо деоккупированной территории. Поэтому, к счастью, ну, пустые слова и бравады, да, то есть если мы говорим о Медведе, ну, потому что Путин, скажем так, он аккуратно подбирает слова, он прямо там, он говорит иногда о ядерном пепле, либо розе ветров, которая может куда-то подуть, типа, да, то есть там тут нет прямых угроз. Ну, да, а прямые угрозы, они звучат обычно вот от ястреба, типа Кадырова, типа Медведева. Ну, чемоданчик не у них, и кнопка не у них. Поэтому они могут себе на уровне как экспертов. То есть, по большому счету, эти политики стали элементами информационной пропагандистской машины, которая хорохорит или подбадривает население. Да? То есть, при котором это не тот политик, который отвечает за свои слова, он не может за них ответить, потому что не от него зависит применение того или иного вооружения, либо тактика работы вооруженных сил. Они практически являются элементами вот этого, элементами информационной пропаганды. В то же время факты нанесения урона стратегическим объектам Российской Федерации на территорию, которую они считают своей, а мы считаем оккупированной, которая она является согласно международному праву, говорит о том, что, ну, как свидетельствует о том, во-первых, что наши специальные службы, которые научены и которые планируют эти операции, хоть они отчасти и не всегда их признают, они как минимум находят бреши в обороне, да, вот этой нерушимой второй армии мира. Во-вторых, наверное, речь идет о том, что на самом деле не настолько она защищенная, это вторая армия мира и вся ее территория, ну, как считалось ранее. И если мы с ограниченными возможностями находим способность и возможность причинить ей вред, пусть они в том числе предполагают о том, где, в каких местах возможны дополнительные атаки и дополнительный урон. Пусть тоже задумываются на тему того, а стоит ли игра свеч. Ну, то есть Путин же, он внутреннюю аудиторию тоже пугает разными вещами. Говорит, мы предотвратили теракт на одном из пунктов начала, да, турецкого потока. Но Да. это же тоже стратегический объект. Атомные электростанции. Тоже стратегический объект. А может быть, одна из вот таких легенд, может быть, да, мы не призываем к этому, потому что мы понимаем, что как бы урон может быть огромным, страшным, но пусть тоже думают и хранят у себя в голове мысль о том, что если они будут пытаться нам навязать какую-то грязную бомбу, либо специальных боевых комаров, которые пытаются воздействовать в осенне-зимний период на российских граждан, ну, возможны ответные меры, зеркальные меры. Путин любит слова о зеркальных мерах. Да? Зеркальные меры, ну, воздействия на критическую инфраструктуру на территории Российской Федерации. Тут, кстати, нужно вспоминать Залужного статью, которую он совместно писал с замом главы комитета по вопросам обороны, да, в котором они писали о том, что россияне должны понять и почувствовать на себе, ну, для того, чтобы захотеть прекратить войну, они должны понять, почувствовать и ощутить на себе все последствия непосредственно, ну, или часть последствий непосредственно войны на своей территории. И только в тот момент, ну, потому что сейчас они, условно, если не находятся при фронтовых регионах, ну, то есть живут на территории там, севера или центральной или южной России,
Да ради бога, там воюют. У нас какие последствия? Вообще никаких. То есть для них эта война как была в телевизоре, так и осталась. То есть только прифронтовые, там Воронеж, ну, грубо говоря, Белгород, они ощущают возможные обстрелы артиллерии со стороны, ну, огня в ответ со стороны наших вооруженных сил. А для остальных это не вполне артикулируемая еще ситуация, связана с войной. Последствий нет, кроме там экономических и пропажи Макдональдс. А может быть, стоит задуматься в том числе над тем, что если удается проникнуть на территорию Керченского моста, незаконно построенного, проникнуть неизвестным видом вооружения на территорию э, Новофедоровки. Новофедоровки, то можно, в принципе, попасть с гораздо большего количества возможных мест на территорию континентальной России, но она тем более огромная, а стратегические объекты тоже очень разные находятся на территории всей Российской Федерации. Ну, к сожалению, мы вынуждены в период войны говорить именно об этом. Да, то есть взаимный страх. То есть это то, к чему, собственно говоря, Путин и призывает. Мы об этом же как раз и говорили. Ну, страх есть. Ну, значит, он же сам по себе не появляется. Он может появляться только на примерах. Ну, не на примерах того, и гляньте, как мы в Киеве разбили многоэтажный дом или уничтожили торговый центр. Да? Ой, а если у нас так произойдет? Не, ну пока у вас что-то похожее не произойдет, да вы же никогда ассоциативный ряд так не построите. Когда Ну а что смотрите в Бейруте взрыв, ну, не всегда ассоциируете его с возможным взрывом там у себя в порту. Ну а вот что для тебя лично будет являться завершением этой войны? Это вот выход Украины на границы 1991 года? Или же это падение путинского режима, реальная демилитаризация России, лишение ее, возможно, ядерного статуса и полного обезвреживания на долгие годы и века, может быть? То есть что? Василий, Завершение ты войны. пользуешься моим очень хорошим отношением к тебе и провоцируешь. Мне, Но, мне интересно, но вот окей. что это Да, я для понял. тебя? Смотри, я буду честен с тобой, потому что у меня позиция не меняется, Пожалуйста, спасибо. наверное, короче, с начала, да, с 24 февраля. Просто ее, ну, как бы, не все разделяют. Значит, я не верю в демилитаризацию России с точки зрения ее ядерного потенциала. Это может быть следствие падения режима Путина, да, при котором туда к власти приходят либералы-демократы, говорят, ой, все, мы вообще пацифисты, Мгм. все, мы не воюем, мы вообще армию распускаем и так дальше. Но это будет тогда уже просто не Россия. Да, это будет что-то другое, это будет целый набор каких-то областей, регионов. Это, такие процессы мирно не происходят. Ну, тот, кто это говорит, ну, то есть вот я Кульпу слушаю, его постоянно Романенко пиарит, говорит, ну, это гениальный человек. Всегда слушая того или иного человека, помните о его гражданстве и центре его жизненных интересов. Ну, и это я Отличный так. совет. Это я так, к слову. Ни в коем случае я не хочу наших братьев и наших союзников и наших тыловиков э, каким-то образом дискредитировать. Но да, в идеале, в концепции wishful thinking, да, то есть желаемого мышления, мы, наверное, бы хотели, чтобы у нас на Востоке не было страны с 1300 ядерными боеголовками. Но, наверное, нужно понимать, что может это произойдет когда-то. Дай Мгм. бог, чтобы наши кости в этот момент, ну, только от артрита или еще чего-то хрустели, да, чтобы мы это застали. В это я не верю. Ну, второе. Возможно ли падение режима Путина? По состоянию на сегодня, объективности ради. Ну, я пытаюсь, ну, тоже записываю эфиры это для своего канала, немного более другого характера, нежели там официальное вещание происходит. Я пытаюсь находить вот те провалы в экономике России, которые могут позволить нам говорить о огромном снижении социально-экономического или ухудшении социально-экономического положения в Российской Федерации. Нет. Вот при всей закрытости статистики, которая есть в Российской Федерации, мы сможем говорить о том, что если ее экономика не перестроится, о огромном падении ее нефтегазовых доходов примерно где-то может к 2030 году. Даже нефтяное эмбарго, оно не приведет к, скажем, спаду производства и экспорта нефти. Переориентируется просто рынок Мгм. другой. Пока до того момента, пока Россия продает нефть, говорить о том, что
скажем, она экономически будет стагнировать настолько, что люди начнут бунтовать, ну, я в это не верю. Степень их личной свободы, которая подавляется, это свобода слова, свобода права на протест и так далее, нужно понимать приоритеты. И относятся эти свободы к приоритетам, скажем, жителей Российской Федерации. Они не относились к ним в течение последних 2 переизбраний Путина или переназначений, как ни назови, и не относятся к ним сейчас. Ни один из наших союзников, ни один на официальном уровне, если не брать отставных генералов, там, отставных, не ставит за цель по результатам войны ликвидацию такого государственного образования, как Российская Федерация. Поэтому она останется. И тут дальше самый важный вопрос. Это вопрос, ну, скажем, на каких границах или на каком участке закончится, даже не закончится, а завершится война. И я склонен верить в то, что это будет определять способность наших вооруженных сил. Не политик, и опять же таки, я честен абсолютно и с тобой, и с зрителями, и с собой, что ни один политик, ни аналитик, ни человек, который занимается пропагандой, потому что с нашей стороны тоже есть пропаганда, не имеет права рассказывать в эфирах о том, что такое конец войны, как ее нужно закончить. Потому что есть объективные возможности достижения тех или иных целей. Эти возможности – это финансовый ресурс, военный ресурс, человеческий ресурс. И эта вся совокупность факторов определит тот момент, который мы со временем в учебниках истории прочитаем, как война была приостановлена, война была закончена или война закончилась победой. Абсолютно все 3 разных развития сценария. Говорить о красных линиях, что эта война не закончится до того момента, пока мы не выйдем на границы 91 года. Ну, опять же, я не отношусь к пессимистам. Я хочу верить в то, что отношусь к людям, которые немного реально смотрят на вещи. Если допустить, что поставки военной техники... Просто знаешь, до того, как Путин присоединил, значит, ДНР, ЛНР, так называемые, Запорожскую и Херсонскую области, вот многие аналитики и даже представители западного истеблишмента говорили о том, что на Украине хотя бы необходимо выйти на позиции 24 февраля 2022 года, а потом можно уже начать какой-то переговорный процесс. Даже в Стамбуле, помнишь, про 15 Да, я помню. говорилось. И вот после того, как Путин, значит, провел этот псевдореферендум, присоединил 4 украинские области в состав РФ, ну, вот эти вот разговоры, они вот по моим наблюдениям нивелировались. То есть Путин сам эти 4 области поставил вот в один статус с Крымом. И Да. сегодня мы видим, как вооруженные силы Украины продвигаются на только недавно объявленные Путиным территории своими, освобождая их. И, естественно, возникает вопрос, значит, если мы освобождаем эти территории, которые они недавно объявили своими, и они ничего не могут с этим сделать, тогда это может распространяться и на Крым? Да, я просто продолжу твою мысль, потому что ты подхватила правильно. Да, этим решением он фактически эскалировал ситуацию, потому что он завел ее с юридической точки зрения для своего государства в невозможность и необратимость обратных процессов, да, связанных с переговорной позицией по 4 областям. А теперь представь просто ситуацию, что мы действительно их деоккупируем. Он президент, кто-то следующий после него, там, Патрушев, я не знаю, неважно, кого называть, все равно это будет часть системы Путина. Смотрит свою конституцию и видит там 4 области украинские, которые заняты украинскими суверенными органами, украинскими войсками. Это же период постоянной войны, то есть длящейся войны для этого политического руководства, которое будет и после Путина, и во время Путина, и так дальше. То есть это либо менять конституцию, да, свою, что весьма маловероятно, либо все время находиться в состоянии перманентной войны, то есть которая не заканчивается, с постоянными попытками отвоевать свою территорию. Ну, будем надеяться, ограниченными средствами, что тоже, кстати, важно. Ну, потому что можно же мобилизацию навечно
ну или постоянную мобилизацию проводить, да, и постоянно пытаться какими-то небольшими, малыми, средними силами наступать на этих направлениях, либо авиаудары наносить, либо ракетные удары наносить. То есть вот этот статус, которым он, согласно российскому законодательству, статус, которым он обременил 4 наши области, это области постоянного риска, напряжения и вероятного потенциального военного, так или иначе, конфликта и противостояния. Поэтому, знаешь, когда люди говорили о 24 февраля или 23 февраля, откуда такая легкость была в суждениях? Это уже было за 8 лет часть нашей реальности, к которой привыкли. Нет гарантии, но опять же, я не хочу казаться пессимистом, потому что для людей ну, не совсем привычно то, что я говорю. Но может пройти время, какое-то определенное, исчисляемое годами, в котором и эти 4 области станут для них тоже частью какой-то реальности. Я не хочу этого, и наше военно-политическое руководство тоже не хочет. Поэтому они говорят о том, что есть необходимость в давлении на наших союзников по предоставлению тех вот возможностей и средств, которые позволят для нашей страны, но чтобы не стала обыденностью мысль о том, что 4 области находятся под контролем России. Да? Ну, как зажевывание под Минск-3, ну, то есть, ну, то, что люди слышали, давай такой инструментарий, да, какой-то использовать. Зажевывание темы, потому что давайте вот как-то на чем-то заморозим, а потом пойдем о чем-то поговорим. Ну, в российском законодательстве запрещены переговоры на любом уровне на тему территориальной целостности. То есть переговоров на тему там 4 областей фактически ни один из официальных лиц Российской Федерации вести не может. Соответственно, у нас остается нормальная, обычная, понятная опция. Это физическое выдавливание противника с территории 4 областей Автономной Республики Крым. По Автономной Республике Крым в течение 8 лет позиция наших союзников, она не находилась в плоскости военного противостояния и использования военного инструментария для деоккупации. И я не уверен в том, что, ну, скажем, что она особо изменилась за последнее время. Ну, я, по крайней мере, такой уверенности я не слышу от них. Ну, при всем уважении. Но при этом, знаешь, вот у нас буквально 4 минутки до завершения нашего эфира. Мгм. Риторика все же, как по моим наблюдениям наших западных партнеров, с начала войны вот по сегодняшний день немного изменилась. Она изменилась вот с заявления о том, что Украина не должна проиграть, вот Мгм. перешла в заявление, Украина должна победить. И мне кажется, это прорыв, нет? Не должна проиграть. Это ну, хорошие, правильные слова. Я вообще люблю, честно говоря, политиков и дипломатов за то, что они умеют находить такие вербальные конструкции, в которых якобы все удовлетворены. Что такое проиграть? С точки зрения войны, проигрыш страны – это прекращение ее существования. К счастью, мы часть диалога этому посвятили. Смена политического режима, она не произошла в этой стране. Смена ориентиров в стране не произошла. Целей или стратегических целей тоже. И поэтому проигрыша уже как такового быть не может. Есть другая вербальная как бы, конструкция, которая мне не нравится в использовании дипломатов. Россия не должна победить. Мгм. Вот оно совместимо с понятием Украина не должна проиграть, но еще не равно Украина должна победить. То есть вот это понятие, что такое победа, да? Вот что наши союзники вкладывают в это понятие раз, от этого зависит первое, средства, которые они готовы на это потратить, Мгм. и второе, средства, которые они готовы предоставить, и в какой период времени для того, чтобы эта цель была достигнута. Потому что очень ключевой вопрос, то есть все сходятся на том, что Россия своих первоочередных целей, связанных там со сменой политического режима или там ликвидацией государственности в Украине, она достичь не способна и не достигнет. И это прекрасно. Остается вопрос, когда прекратится война? Прекратится. Да? Она может прекратиться при безграничных ресурсах Запада быстро, ну, то есть 600 танков там, или 1000 танков, которые приезжают, доставляются в Украину, авиация, современные системы противовоздушной, противоракетной обороны, все, ну, все поставляется, причем вот таким конвейерным методом, и тогда это вопрос, наверное, месяц. Мгм. Либо это все растягивается на очень долго. Но вот очень долго, это ж каждый месяц, это дополнительные разрушения нашей страны, и это убитые люди нашей страны, нашей земли. Да? И вот
не скажу, что прорыв состоялся, в котором наше понимание победы и совпадает с пониманием победы или не допустить победы России на территории Украины в мышлении наших партнеров. Ну, по крайней мере, я пока не готов, ссылаясь. Прорыв произошел, ну, так, чтобы на чем-то оптимистическом закончить. Да, было бы хорошо. Да, ну, видишь, вечер такой. Э, Прорыв произошел в том, что, к счастью, Европа, вся Европа, за исключением нескольких стран, но их передавят. Они не жизнеспособны самостоятельно, поэтому их позиция не особо будет учитываться. Они поняли то, что экономическое сотрудничество, которое было залогом безопасности сосуществования Европы и России, оно в прошлом. Залогом сосуществования России и стран Европейского Союза является система вооруженной коллективной безопасности именно Европейского Союза без привязки к Соединенным Штатам. И я уверенно могу говорить без привязки к Соединенным Штатам, потому что та торгово-экономическая политика, которую будут вырабатывать страны Европейского Союза, она во многом будет идти вразрез с политикой или желанием именно Соединенных Штатов. Ну, в частности, в вопросах, которые касаются Океании, Китая, Азии и так дальше. То есть в тот момент, когда ты перестаешь считать страну своим экономическим партнером, в принципе, ну, это неплохо. Ты перестаешь учитывать ее интерес при принятии решений в отношении того, что является интересом для тебя. Интересом для Европейского Союза сейчас становится, ну, как минимум с точки зрения Украины, огромная территория, огромные ресурсы, ну, естественные природные ресурсы, которые можно использовать для укрепления экономического мощи Европейского Союза. Пусть они найдут такой интерес в нас. Пусть это будет именно такой интерес, это тоже неплохо. Дякую дуже. Чох Савол, спасибо большое, что нашел время, Спасибо тебе. включился к нам в эфир. Андрей Вигеринский, политический аналитик, был с нами на прямой связи. АТР Леол на Скоршкинче.